Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 19 мая, на понедельник. Смотреть мы будем с вами, как всегда, все знаки от Овнов до Рыбок по очереди в одном видео. Под видео будет тайм-код на колоде Пасьян цыганский, многими любимый. Единственное, что я добавила для себя, я хочу проанализировать, ну, может быть, там хотя бы пару недель, месяц, не знаю, посмотрю, насколько хватит терпения. Каждый день буду выкладывать две карты. Старший аркан и Таро. У нас вообще каждая дата, да, вот каждый день, он соответствует определенному аркану. Вот, например, 19 мая, это, ну, если в сумме сложить, 19 мая 2025, получается 24. Ну, 24-го аркана нет у нас, есть второй, потому что если 24 отнять 2, всего 22 старших аркана, получается двойка. И если 2 плюс 4 сложить, получается шестерка. То есть я хочу посмотреть, насколько информация, которая, да, вот дают каждому знаку, она будет резонировать, насколько эти арканы будут, допустим, там давать какие-то подсказки, советы. Может быть, да, вот будет какая-то вот прям красная нить видна по всем знакам, именно вот влияние этого аркана. В общем, хочу проанализировать. Ну и плюс это будет такая моя фишечка, да, вот то, что будет меня отличать от других, потому что зрители пишут, да, что есть много повторений, кто повторяет, поэтому это вот я решила так немножко выделиться. Ну хорошо, давайте смотреть. Овны, 19 мая, ну заодно эксперимент будет. 19 мая, Овны, события дня, понедельник, как пройдет день у Овнов, покажите мне, какие события будут. Какие события? Ножницы. Решение вопросов. Ножницы — это всегда хорошо. Подарочек. Вино, к сожалению, уже нельзя. Дерево. Приглашение. Цветочек нельзя, жаль. Да, видите, и застолье выпало. Тут прям застолье, приглашение и подарок. Колокольчик нельзя. Угу, тут два варианта. Змея и ключик. Видите, и ключик можно, и змею. Я первую змею увидела. Оставляю ее. Так, значит, и. Здесь не вижу. Проверяю горизонталь, вертикаль. Любовь еще есть. Вот вам, пожалуйста, влюбленные и любовь. Так, дальше. Угу. Здесь нет. Якорь есть. Якорь, кстати, вместе с ножницами очень хорошее сочетание, потому что ножницы — это решить вопрос, а якорь — это прям вот поставить такую жирную точку. Угу. И гости все-таки выпали. Еще и гости. Ну, 4, видите, 4 события точно указывают на одно. Значит, что у вас получается? Что здесь выпало? Решение какого-то вопроса. Якорь. Ну, якорь — это зависание, остановка, нахождение на одной точке долго, несколько часов. Но я думаю, что в вашем случае это просто поставить жирную точку, решить какой-то вопрос. Дальше приглашение, гости, застолья, подарки. Поэтому у вас вот тут в понедельник может быть какое-то такое событие. Любовь, все хорошо в личной жизни, что соответствует аркану влюбленный. И в принципе влюбленный — это про союзы, про меня, да, и кого-то. Поэтому здесь, вот видите, и приглашение идет же тоже от кого-то. То есть тут однозначно будет взаимодействие. И змея, но опять же, в вашем случае, например, видя вот эти два аркана, можно прочитать как змею, как мудрость, потому что есть влияние аркана жрица, жрица — это мудрость. Может быть, в вашем случае змея проиграется как какое-то мудрое решение или, например, общение с мудрым, опытным человеком. Поэтому змея — это не всегда плохо. Ну вот такие события для вас. То есть у вас все события хорошие. Ну, в принципе, и арканы у нас с вами хорошие, поэтому день вроде как должен быть не самым плохим. Благодарю за внимание, Овны. Я перехожу к Тельцам. Давайте
Так, а где у меня? Ага, вот они, тельцы. Хотели убежать. Не хотят тельцы смотреть прогноз. 19 мая, тельцы. События дня. 19 мая, тельцы, понедельник, события дня. Может быть, ничего там важного не будет, раз вы не хотели. Ваш знак хотел убежать от меня. Но мы все равно посмотрим. Да, свидание. Выпадает приятная встреча, что соответствует влиянию аркана влюбленных. Потому что влюбленные — это всегда про союзы двух близких людей, которые хорошо взаимодействуют. Цветочек, исполнение желания. Приглашение. Дорога. Дорога на свидание. Лебедя уже нельзя. Угу. И видите, у вас еще выпала тайна, открытие какой-то тайны. А за тайну у нас отвечает жрица, она все эти тайны прячет. И когда идет влияние ее аркана, то она эти тайны открывает для вас. Поэтому какие-то тайны откроются. Секретики какие-то узнаете. Цепь нельзя. Так, ну и, конечно, смотрим горизонталь, вертикаль. Пробежимся, сейчас посмотрим. Вижу мешок с деньгами. Он не всегда показывает доходы, иногда это могут быть и расходы. Какие-то покупки, например. Так, здесь нет и здесь нет. Получается, у вас, в принципе, тоже все события хорошие. Смотрите, выпала приятная встреча, да, вот союз, поездка, исполнение желаний, приглашение, мешок с деньгами. Ну, тут может быть как расходы, так доходы. И открытие какой-то тайны, какого-то секрета. На это вот повлияет жрица. Так что на вас, видите, тоже, на ваш расклад арканы действительно вот пока по двум знакам видно идет влияние арканов. Хорошо. Переходим дальше, к близнецам. Переходим. Ой, все поломало, сбило. Какая энергетика тут у близнецов. Летит все во все стороны. Близнецы, 19 мая, понедельник. Покажите мне, как у них пройдет этот день. Что будет, какие события, что интересненького. Близнецы, понедельник. Угу, сразу же выпадает Луна. Первое событие. Угу. Будильник. Замочек нельзя. Подарочек. Подарочек от кого-то, да, получите. Поэтому для вашего случая влюбленные проиграется получить от кого-то подарок. И это прям какая-то удача. То есть вы как бы не рассчитываете на него. Солнышко нельзя. Угу. Лебедь. Пара. Лебединая верность, пара и карта влюбленные. Какое-то парное событие может быть в этот день. Яблоко. Яблоко — это у нас слезы. Ну, в принципе, как бы повода для слез я здесь не вижу. Это могут быть слезы радости, тоже не забываем. Потому что иногда, знаете, как думают, что вы будете плакать от горя. Можно плакать не только от горя. И еще, смотрите, плюсиком идет прибыль. Деньги идут. Угу. И корабль, ожидание. Так, значит, рассказываю. Ну, критического, слава богу, ничего здесь нет. Значит, из того, что выпало, первое, месяц. Месяц показывает цикличное событие. Вот то, что происходит постоянно с вами и имеет какой-то цикл. Может быть, вот 19 мая.
Дальше будильник. Будильник — это проблема со временем, и кораблик это подтверждает. Вы то спешите, то ждете, то какая-то встреча переносится, то есть все время идет проблема со временем. Оно сдвигается постоянно, и вы не можете как бы вот попасть в него, поэтому вот со временем дружить не будете, скорее всего. Дальше идет удача. Опять же, имея удачу, вот знаете, как-то вот оно все время будет, в последний момент будете успевать, все время будет складываться так, как надо. Подарки, гармоничные отношения в паре или какое-то событие в паре, финансовые поступления, прибыль, ожидания и слезы. Ну, что за слезы, не могу сказать. Может быть радости, может быть не радости. Может быть, вы кого-то ждете давно, да, кто-то там приезжает в гости, давно не виделись, это слезы радости. Может быть, переживание из этого ожидания. То есть тут, ну, в вашем случае, если брать арканы, влияние есть аркана влюбленные, да, потому что выпала верность. Ну и жрица, я думаю, что здесь влияние вот этого месяца, потому что Луна и жрица, ну, за жрицу отвечает Луна, за этот аркан. Поэтому я думаю, что у вас, видите, вот таким образом проигралось. Ну что, смотрим дальше. Дальше у нас раки. Так, раки. «19 мая. Раки. Понедельник. События дня. Как пройдет день у раков?» 19 мая. Раки. Смотрим. Угу. У вас первое событие месяц. Чемодан. Деловой разговор. Яблоко, слезы. Может быть, слезы связаны с тем чемоданом. Интимная связь. Кровать. Гости. И здесь не вижу. Значит, получается, у вас в этот день месяц — это событие, которое имеет цикл и постоянно повторяется. То есть каждый месяц 19 числа, ну или там плюс-минус один день, вы что-то делаете. Дальше гости в этот день, понедельник, вы пойдете в гости, к вам придут гости. Может быть интимная связь. Кстати, таким образом, скорее всего, идет карта влюбленной, влияние на вас. То есть это интимная связь. И еще влияние влюбленных — это деловой разговор тоже. Потому что здесь участвуют двое, и здесь участвуют двое. Дальше слезы и временная разлука, расставание в этот день. Так что вот такие события. Ну, в принципе, такого критического ничего, прям ужасного ничего не выпало. Благодарю за внимание и переходим дальше мы с вами ко львам. Так, лёшки. Сейчас, секунду, отвлекусь я. Так, лёшки, смотрим. 19 мая. События дня. Львы. 19 мая, понедельник меня интересует. Покажите мне, какие события будут у львов. Это, ага, вижу. Какие будут у львов. Так, смотрим.
Интимная связь, первое событие, кровать выпала. Это на вас будет влияние карты влюбленные, видимо. Хочется любви в этот день. Приглашение, дерево. Домик, домашние дела. Корону еще вижу. Опять же, речь о союзе идет. Корона — это общение с каким-то важным человеком, а карта влюбленный — это всегда про союзы. Два человека в любви, в работе, там, в дружбе. Поэтому, видите, прям день союзов. Так, хочется с кем-то этот день разделить. Больше не вижу, не знаю, может быть, если вы что-то найдете, я вроде бы не вижу. 4 события. Первое — интимная связь. Второе событие — приглашение. Вас куда-то могут пригласить, позвать. Будет разговор с очень важным, влиятельным человеком. Корона всегда показывает статус, положение в обществе этого человека. И также могут быть у вас домашние дела в этот день. В принципе, обычный такой спокойный день. Ничего негативного, все хорошо. Благодарю за внимание. Львы, перехожу я к девам. Так, смотрим, девы. Девы, 19 мая. События дня. Понедельник. Как пройдет у дев понедельник? Первое событие — неприятность, расческа. Угу. Шарики — это хорошее событие. Угу. Обман, маска. Видите, в вашем случае больше идет влияние аркана жрица. У других знаков больше шло влияние аркана влюбленный, а у вас чего-то больше акцент на жрицу. Сейчас, секундочку. Так, прошу прощения, отвлекли меня. Сейчас я немножко вернусь, посмотрю. Ага, вот видите, лебеди есть у нас еще. Лебедь — это как раз влюбленные. Ну, лебединая верность — это такое парное событие. Так, здесь нет. О, есть сундучок. Это хорошо. Кстати, обман, деньги. Обратите внимание. Угу, и слезы. Ну, в общем, у вас здесь есть и хорошая информация для вас, и не очень. Значит, ну, давайте по очереди, как выпадали, так и будем разбирать. Неприятность. То есть в этот день точно может произойти какая-то неприятность. Какая, да? Обман. Даже карты показали, что вас могут обмануть. Причем у нас в этот день идет влияние карты жрица. А жрица — это всегда все скрытое, все под покровом ночи, все, знаете, такое вот в тайне. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на такие моменты. От вас могут что-то скрыть, что-то вам не договорить. Дальше, значит, из хорошего у вас выпадают радостные новости, позитивные. У вас выпадают гармоничные отношения в паре или возможность познакомиться, создать пару. Да, вот влияние карты влюбленные. Прибыль. И также еще минусом выпадают слезы. Ну, вот это, скорее всего, одно событие. Неприятность, слезы, обман. Ну, ваша задача постараться этого избежать. Поэтому вот такая вот информация для вас, девы, на
Понедельник. Плюс у нас понедельник еще и сам по себе день Луны. Так что по понедельникам всегда надо быть очень осторожными. А когда еще идет влияние жрицы дополнительно, и плюс выпадает маска, ну прям надо быть особо начеку. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Весы. 19 мая. События дня. Так, весы, понедельник. Покажите мне, как у весов пройдет этот день. Карта выбора у вас выпала. Выбор. А у нас тут, видите, и жрица это двоечка, и влюбленный это тоже про выбор. Так что какой-то сложный выбор, видимо, будет, где очень сложно будет принять решение. С одной стороны голова, да, что-то советует, с другой стороны сердце, и ты буквально разрываешься. Но здесь, смотрите, здесь жрица как подсказка. Принимать решение нужно интуитивно. Вот как бы отключить где-то и голову, может быть даже где-то и сердце, а именно вот послушать интуицию. Дальше череп-ключ еще есть у вас здесь. Есть также сердце. Лебедь, верность, влияние карты влюбленные. Угу. Небольшая ссора, метла с кем-то. Но здесь не вижу. Проверяю горизонталь, вертикаль. Колокольчик, разговоры. Разговоры. Здесь не вижу, не вижу. Нет, нет. Нет, нет и нет. Значит, рассказываю. У вас выпадает сложный выбор и подсказка принимать решение интуитивно. Интуиция будет вас вести в правильном направлении. Дальше ключ. В ваших руках найти правильное решение, правильный, да, какой-то выход из какой-то сложной ситуации и принять правильное решение. Все в ваших руках в этот день. Может быть ухудшение самочувствия, ну, там, головные боли, давление, там, еще что-то, если у вас какие-то есть хронические заболевания, могут дать о себе знать. Общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня, ну, я думаю, это друзей касается, пустые разговоры с друзьями, гармоничные отношения в паре, опять же, это идет влияние карты влюбленные, да, благодаря этой карте всегда отношения налаживаются, ну, становятся более такие романтичные, или идет примирение, например, если вы были поруганы, и может быть небольшая ссора с кем-то в этот день у вас еще. В принципе, ну, видите, ничего критического. Да, то есть здоровье, если будете следить за здоровьем, все будет хорошо. И если постараетесь ни с кем не поругаться, то тоже все будет тогда хорошо в этот день. Благодарю за внимание, весы. Перехожу я к скорпионам. Сейчас будем смотреть, что у скорпиончиков. 19 мая. Скорпионы. Понедельник, события дня. Как пройдет этот день у скорпионов? Первое событие яблоко. Яблоко показывает слезы. Но мы пока сейчас выводы не делаем преждевременно. Ага, ну видите, все-таки маска выпала. Обман. Какой-то обман. Корабль нельзя соединить. Угу. И еще рядышком выпадает деловая важная встреча какая-то. Видите, обман может быть на этой встрече.
То есть у вас, видите, четко проигрывается и аркан влюбленный, и аркан жрица. Влюбленный это встреча, только в вашем случае это, ну, встреча какая-то рабочая, союз рабочий, а жрица это тайны. Ну, то есть что-то попытаются от вас скрыть, не договорить. У вас прям и тот аркан проигрался. У большинства знаков проигрывался в основном аркан влюбленные. Так, корона. Угу. Опять же, разговор с влиятельным человеком, да, вот на этой встрече. Угу. И неприятность еще вот. Здесь, похоже, показали одну ситуацию. Все события указывают на одну ситуацию. Значит, смотрите, слезы, неприятность, ну, как бы понятно, да, то есть происходит неприятность, она расстраивает, разочаровывает. Что это за неприятность? Это обман, маска. Дальше. Деловая встреча и общение с влиятельным человеком. То есть, ну, очень похоже на то, что будет встреча с каким-то влиятельным человеком, который может вас просто обмануть, что-то вам от вас скрыть, спрятать, не договорить, специально обмануть, не знаю, там, подставить, еще что-то. Поэтому для вас очень важно быть начеку, включать свою интуицию. Жрица – это интуиция. Интуиция у вас очень сильная. Интуиция поможет избежать какого-то не очень хорошего союза в этот день. Хотя, может быть, по-другому. Это может быть какая-то очень удачная встреча, да, вот встреча деловая с человеком, а это какая-то другая история, да, то есть обман, там, вот эта неприятность. Ну, в любом случае, надо быть вам начеку в этот день. И к каждой встрече относиться немножко так с подозрением. Вот такая информация для вас, потому что влюбленные всегда показывают, что я этому человеку доверяю. Поэтому я не жду от него подвоха, я не жду от него обмана. А вот он может взять и обмануть. Может быть, не специально. Иногда люди не делают что-то специально, а просто ну вот так получилось. Где-то что-то неправильно понял, не увидел. Поэтому... Так, смотрим дальше. Стрельцы. 19 мая. Понедельник. Стрельцы. Угу. Вот чувствую интуитивно, что вот здесь что-то есть, а глаза не видят. Конвертик. Угу. Друг. Друг. Подарок. Угу. К сожалению, неприятность есть. Может быть, подскажут какая, а может быть и не подскажут. Корона, либо еще второй вариант цыпленок. Здесь можно и так соединить. Но я увидела корону, ее оставляю. Если увидели цыпленка, это контакт с детками, внуками, с кем-то вот маленьким. Также смотрите, выбор, неприятность, связанная с выбором. А у нас как раз день жрицы и влюбленных. Это и есть выбор. И влюбленные это выбор, и жрица это выбор. Потому что двойка, да, вот у жрицы двойка, да, нет, брать, не брать, или. Поэтому это всегда про выбор. И здесь, похоже, какая-то неприятность будет с этим связанная. Ну, удача есть рядышком. Может быть, удача как-то вам улыбнется, поможет этот выбор сделать правильно. Застолье. Выбор, идти, не идти на это застолье. Опять же, это я уже, конечно, сочиняю, да, эти истории. Корабль. Ожидание друзей. Дом, домашние дела.
Например, там готовка, уборка, да, вот вы ждете гостей, чтобы устроить какое-то застолье. Может таким образом проиграться. Так, значит, рассказываю, что у вас выпало. У вас очень много событий. У вас выпадает общение с друзьями, ожидание, не знаю, друзей, не друзей, ожидание общения с друзьями, получение чего-то в этот день, подарок. Но опять же, подарок это и мы можем дарить, не обязательно дарят нам. Подарок, застолье, домашние дела, удача, везение, общение с очень важным, влиятельным человеком, сложный выбор и неприятность. Ну вот смотрите, с такой кучей событий негатив, только это неприятность. И у меня вот по ощущению, видите, она связана с выбором, это неприятность. Какой-то, видимо, очень сложный будет. Так что такая информация для вас. Стрельцы на понедельник. У вас тоже, получается, проигрался очень сильно аркан влюбленный здесь. Ваш. Ну, то хотя, в принципе, и жрица тоже это про выбор. Да, нет. И, кстати, вот если вам придется принимать решение, прислушайтесь к интуиции. Всегда жрица советует слушать внутренний голос. Он точно знает, вот, как поступить правильно. Потому что очень часто мы принимаем решение именно головой, стараясь, да, вот все как-то взвесить рационально. А иногда рациональное, да, вот мешает. Нужно к иррациональному обратиться. Вот такой для вас совет здесь. Так, хорошо, давайте смотреть дальше. Дальше у нас идут козерожки. Козерожки. Смотрим, что у вас. 19 мая. Козерожки. Почему-то есть ощущение, что я чего-то не вижу. Ну ладно, не вижу, глаза не видят. Чувствую, что что-то здесь есть, но я не вижу. Ага, оно просто ниже. Гости. Здесь просто, мне казалось, что где-то здесь. Так, смотрим дальше. Ну, как-то у вас так не густо. Немного событий, если не сказать очень мало. Чемодан. Чемодан. Уже деловой разговор нельзя. Я не могу эту карту вот так положить. Могу только сюда, а повернуть не могу. Ну, это если объяснять почему. Так, здесь нет. Ага, зато смотрите, есть большой плюсик. Это сундук. Это очень хорошее событие. Также есть большой плюсик. Это венок лавровый. Значит, здесь нет. Есть также застолье. Очень интересно, что у многих знаков выпало застолье в понедельник. И деловую встречу тоже нельзя. Ну, в принципе, в итоге 5 событий получилось. Не так и мало. А вот еще якорь есть. Не увидела сразу. Значит, смотрим, что у вас получается. У вас выпадают гости в этот день. Возможно, вы пойдете в гости или к вам придут гости из застолья. Дальше, ну опять же, знаете как, это громко сказано, застолье, гости. Может быть, там пошли с подружкой где-то посидеть, или подружка забежала к вам в гости. Это и есть гости, да, там чая попили, или там что-то другое, что вы любите. Гости, застолье, успех в делах, прибыль, хорошо, да. Временная разлука, расставание с кем-то. Чемодан — это когда либо мы кого-то провожаем, либо встречаем, либо сами куда-то уезжаем. Вот таким образом чемодан проигрывается. И якорь, остановка где-то надолго. Ну, я думаю, что это с гостями связано. То есть вы придете в гости не на 15 минут, а, наверное, так на пару часов точно.
Поэтому все события хорошие, ничего плохого здесь нет. В вашем случае жрица, скорее всего, тут особо никак не проиграется, а проиграется влюбленный. Влюбленный имеется в виду вот какая-то там посиделка с друзьями, с близкими, с родственниками, то есть союз. Может быть, союз, который принесет успех в работе. Может быть, еще таким образом, какой-то удачный союз. Так что вот такая информация для вас. Смотрим дальше. Дальше у нас будут водолеи. Сейчас будем разбираться с водолеями. Так, водолеи. 19 мая. События дня водолеи. Понедельник. Как пройдет у водолея в этот день? Так, значит, первое сразу цветочек, прекрасное событие. Угу. Корабль. Колодец не очень хорошая. И вот еще пропустила 2 кольца. Угу. И замок выпал. То есть и тайная встреча, и тайна, и плюс влияние жрицы. Вот в вашем случае больше проигрывается аркан жрица, чем влюбленные. Хотя вот для большинства знаков больше проигрывался аркан влюбленные этого дня. Если интересно, что это за карты, я в начале видео рассказывала. Может быть, вы начало не смотрите, сразу перекручиваете на свой знак. И вам интересно, как я, где я эти карты взяла. Да, и еще именно и маска выпала. У вас прям очень сильно идет влияние жрицы. Так, ну и, конечно, проверяю. Сейчас я здесь еще информацию есть, нет. И будем с вами разбираться. Так, значит, рассказываю. Давайте начнем с негатива. Да? С ним разберемся. Здесь выпадает тайная встреча, тайное свидание. Тайна открывается, обман, ну то есть получается, опять же, я могу сейчас рассказать с одной стороны и с другой, каким образом проигрывается. Кто-то в тайне от вас куда-то поехал, куда-то пошел, скрыл это тайна, да, обман, ну получается обманул вас. И ваше разочарование, ну, скорее всего, что в этот день вы узнаете. Потому что если выпадает такое сочетание, то этот обман, он как бы открывается, вы узнаете об этом. А может быть обратная сторона, когда вы в тайне от кого-то решаете где-то с кем-то встретиться, ну, соответственно, одеваете маску, обманываете человека, пытаетесь скрыть, закрыть эту информацию. Но информация все равно выходит наружу, и карта показывает ваше разочарование. Поэтому может быть как так, так и по-другому. Как у вас будет, сложно сказать. Тем более, если еще и выпадает солнце. Солнце – это всегда прояснение ситуации. От меня что-то пытались скрыть, я увидела, узнала. Я что-то пыталась скрыть, да, вот, ну, каким-то образом так сложились обстоятельства, и солнце подсветило эту ситуацию случайно. Так что в этот день лучше, конечно, вот этими всякими крутками-мутками не заниматься, потому что жрица, она эти тайны раскрывает. Поэтому вот лучше не обманывать в этот день. Также у вас выпало ожидание еще, может быть ожидание долгое, нудное. И из хорошего классные события – это исполнение желания и солнышко радость. Ну вот это вот как бы плюсик. Вот такая информация, предупреждение для вас, водолеи. Так что если вы никого не планируете обманывать, значит будьте сами очень осторожны, потому что кто-то тут что-то задумал. Видите, тут полный комплект. Замок, маска и тайная встреча. Благодарю за внимание, и я перехожу к рыбкам. Остались у нас только рыбки с вами.
Рыбы, 19 мая, понедельник, события дня. Угу. Ну, первые рыбки, что я вижу, это яблоко, слезы и змея. А, слушайте, знаете, что это может быть в вашем сочетании? Яблоко, змея, Адам и Ева. Да, яблоко как соблазн, соблазн от какой-то змеи. Бабочка. Если интересно, что это за карты у меня лежат, то можете посмотреть. В начале видео я рассказываю, где я их взяла и что это за карты. Ну, если вы начало пропускаете, не смотрите. Ножницы. Бабочка, подкова, ножницы. Угу, подарочек. Флаг. Корону нельзя. И цветочек, к сожалению, тоже нельзя. Получается, значит, что у вас за события? 7 событий. Первое показывает слезы, ну или соблазн, да, то есть искушение какое-то, искушение. Змея. Ну, вообще прямое значение змеи – это встреча, контакт с человеком, который, ну, пытается как-то меня там задеть, обидеть. Такой абьюзер, знаете, который любит поиздеваться, нервы потрепать. Дальше удача, везение, деловой разговор, победа, получение подарка, или иногда это и дарение может быть. Допустим, вот карты показывают, что есть деловой разговор, и там есть какой-то подарок в этом разговоре. Победа и решение вопроса, ножницы. То есть с делами у вас все прекрасно. Деловой разговор, да, вот карта влюбленный в данном случае у вас будет проигрываться. Влюбленный — это союз, партнерство. Очень удачное партнерство с кем-то, которое может закончиться победой и решением вопросов. А если вот смотреть, да, влюбленный с другой стороны, то это может быть и соблазн от кого-то в этот день. Так что кто-то вас может и соблазнять, крутиться вокруг, да, вот как змея. Поэтому здесь надо быть поосторожней. Вот такое предупреждение. Так что очень хорошая идея, видите, пришла мне в голову считать день. Каждый день соответствует определенному аркану. И выкладывать этот аркан и смотреть, как он резонирует с раскладом, который мне дают. И вот он действительно резонирует. Вы знаете, никогда не проводила такие эксперименты, и очень интересно. Будем с вами смотреть, будем наблюдать. Я думаю, что так пару недель так точно, как оно будет проигрываться. На постоянной основе или это просто какие-то точечные попадания. В общем, разберемся. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.